вот уже второй день делегация из Ингушетии находится здесь, в Катаре, чтобы не только познакомить жителей Аравийского полуострова с самобытной культурой, но и привлечь инвестиции в регион. Под впечатлением от увиденного, чем готов удивить Катар и что может предложить взамен Ингушетия, расскажем о визите нашей делегации. Я решила сдать свои документы на первенца для получения пособия. Счастье в кружевном конверте. Первенец нынче к деньгам. Как их получить и куда обратиться за пособием, узнаем у Лейлы Гайсановой. Для детей, да и для взрослых это было бы прекрасным местом для того, чтобы люди смогли погулять, подышать свежим воздухом. Инициативу по обустройству дворов и площадок можно теперь взять в свои руки, откладывая не в долги, а в специально предусмотренные для предложений ящики. Это депозитные счета с максимальной процентной ставкой. То есть на сегодняшний день на территории республики никто не предлагает таких процентов ставок по депозиту, как предлагает Почта-банк. Что за Почта-банк такой? Куда деньги надо поместить, чтобы они не таяли, а приносили дополнительный доход? Практически каждая из команд уже совершила по нескольку восхождений, которые пойдут в итоговый зачет в турнирной таблице. Завораживающие горные пейзажи, туманная дымка, восхождение и первые итоги покорения заданных высот. Чемпионат по альпинизму продолжается. Это новости 24. Добрый вечер. Диалог на высшем уровне. Сегодня в программе визита ингушской делегации в Катар были проведены различные встречи, круглые столы, на которых обсуждались вопросы сотрудничества в социально-экономической и культурной сферах. Какие перспективные проекты будут реализованы в нашем регионе? Более подробно расскажет Хусейн Гагиев. В апреле прошлого года свой первый визит в регионы Российской Федерации посол Катара Фахад Мухаммед Аль-Атая начал именно с Ингушетии. Тогда он говорил о важности проведения совместных мероприятий. И вот уже второй день делегация из Ингушетии находится здесь, в Катаре, чтобы не только познакомить жителей Аравийского полуострова с самобытной культурой, но и привлечь инвестиции в регион. Одним из главных событий деловой части программы стало заседание Торгово-промышленной палаты государства Катар. До начала встречи Юнусбек Евкуров подробно рассказал о той продукции, которая расположилась в выставочном павильоне под названием «Сделано в Ингушетии». Горный мед, яблоки, молочная продукция и многое другое. Достижения ингушских аграриев были представлены в широком ассортименте. Кроме того, здесь расположились образцы продукции промышленного производства. Весной будет в Москве выставка Арабия Экспо. И там мы будем более расширенно выставлять. В ходе диалога катарским бизнесменам презентовали инвестиционный потенциал Ингушетии. Министр экономического развития республики Умулат Таршхоев назвал основные преимущества региона: хорошее географическое расположение, климат, экология и налоговые преференции в отношении предпринимателей. Для развития совместного бизнеса мы имеем качественную современную инфраструктуру, которая представлена аэропортовым комплексом, авто- и железнодорожными магистралями. С точки зрения логистики это позволяет обеспечить оптимальные способы транспортировки грузов. В республике сформированы механизмы всесторонней поддержки бизнеса. Принят ряд нормативно-правовых актов, предусматривающих различные формы государственной поддержки, в том числе предоставление налоговых преференций, земельных участков, готовых зданий и сооружений, снижение арендной платы на недвижимое имущество на 95%. В своем выступлении глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил, что отношения между Россией и Катаром дают стимул совместно работать и продвигать те проекты, которые важны для наших государств. Тем более российский рынок еще не освоен Катаром. Это открывает перед Ингушетией как субъекта России новые перспективы. В основном речь идет о развитии агропромышленного сектора экономики. Эти отношения начали развиваться благодаря встречам и хорошим отношениям между нашими руководителями государств и президентом страны Владимиром Путиным и его высочеством эмиром Катара. После официальной встречи наших руководителей в последующем нами всем была установка заниматься в том числе и
отношениями, развитием наших отношений и, конечно, искать пути инвестиционного выхода и сближения наших государств. Правительство Российской Федерации и лично Владимир Путин призывает глав регионов России к сотрудничеству с иностранными государствами, особенно с арабским миром. Особенно подчеркнуто по отношению к государству Катар и для экономического взаимодействия, и для инвестиционного взаимодействия, в целом для межкультурного обмена. Мой визит, он сегодня несет ознакомительный характер, в том числе мы в рамках Года культуры России в государстве Катар первые своими творческими коллективами открываем выступлением и сегодня, и завтра на концертах здесь, в Дохе. Но я сейчас хотел бы больше сказать про наши возможности Ингушетии как одного из регионов России по инвестиционной привлекательности. Та помощь, которая оказывается регионам России, федеральным центром, и та постановка задач по взаимодействию с иностранными государствами позволяет нам сегодня выходить на международные рынки. Мы сегодня по многим направлениям имеем возможность обеспечить государство Катар и на 100%, и на 80%, и на 60% различными сельхозпродуктами. У нас большие возможности в других секторах промышленности. Часть здесь представлена на выставке, есть буклеты по этому поводу. И, конечно, особо мы бы хотели видеть инвесторов вашего государства в туристической отрасли нашей республики. Условия совершенно выгодные, удобные и в корне отличающиеся от других международных условий, если брать те отношения, которые сегодня складываются между нашими странами. Для инвестора меньше, чтобы было рисков. Мы можем представлять готовую продукцию, и только чтобы инвестор мог отвечать за экспорт товаров. Можем представить взаимовыгодные соглашения в долевом участии с тем бизнесом, который уже есть в республике. Или же можем представить площадки для начала бизнеса с нуля. Бизнес-сообщество Катара выразило готовность участвовать в реализации различных проектов, в том числе и долгосрочных. В России всегда есть очень много возможностей для инвестирования, и очень достаточно стремительно развивается бизнес. И мы всегда открыты для сотрудничества с зарубежными партнерами. И считаем, что наше сотрудничество с Российской Федерацией также может распространиться и на Республику Ингушетия. Мы заинтересованы в сотрудничестве в сфере туризма. Мы сегодня ознакомились с возможностями по развитию сотрудничества в продовольственной безопасности. После завершения встречи участники заседания отправились в драматический театр Катара, в здании которого пройдет концерт деятелей культуры и творческих коллективов Ингушетии. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24. Накануне в Дохе Юнусбек Евкуров провел рабочую встречу с министром энергетики и промышленности Катаром доктором Мухаммедом бен Салих Ассадом. Стороны обсудили участие катарских инвесторов в реализации проектов промышленности на территории Ингушетии. В частности, речь шла о долевом участии инвесторов из Катара в строительстве собственных генерирующих станций на территории Ингушетии, а также о развитии промышленных объектов в регионе. Экспорта продукции, которая производится на этих предприятиях. К примеру, завод по производству энергосберегающих ламп в Малгобеке, полимерный завод и предприятие по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов в Карабулаке. Министр отметил, что у Катара сложились хорошие отношения с Россией, и государственные компании готовы участвовать во всех этих проектах. Хотели бы с вами обсудить ряд вопросов, в том числе и предложить ряд инвестиционных проектов по Республике Ингушетия. نحن جئنا كما تعلمون هنا بدعوة من سمو الأمير ونريد أن نعرض عليكم بعض المشاريع في إنغوشيا. В частности, если у вас практикуется, Ингушетия нуждается в собственной генерации. В целом, Министерство энергетики не возражает России против этого, против иностранного инвестора. Вы могли бы, сделав собственную генерацию в республике, ваши инвесторы могли бы принять долевое участие в этом проекте. نحن تعرفون في نعم في إنغوشيا بحاجة إلى
لتوليد الطاقة يعني، وإذا كان هناك إمكانية أن نتعاون في هذا المجال سنكون أيضا سعداء إن شاء الله. Есть возможности делать малые гидроэлектростанции это по горным рекам или же в целом масштабное в пределах 280-300 мегаватт уже непосредственно на равнине. ممكن أن نقوم بتوليد الطاقة صغيرة، نقوم يعني ليست كبيرة، أو 280 ميجا بايت الكبيرة. نعم. И второй вопрос – это участие ваших предпринимателей, бизнесменов в развитии промышленного сектора республики, в долевое участие, может быть, или прямое участие как инвесторов. وأيضا إذا هناك موضوع رجال الأعمال أن يشاركون في تنمية القطاع الصناعي في أنغوشيا. У нас есть ряд предприятий, которые могут вас заинтересовать, они в нашем инвест-портфеле есть. Это и завод по энергосберегающим лампам. لدينا بعض المشاريع وهي موجودة معنا، مثلا إنشاء معمل لصناعة اللمبات التي توفر الطاقة. Это и завод полимерных труб, и радиаторный завод, и ряд других промышленных предприятий. وغيرها من الأمور الصناعية التي نحن نقوم بها في المريد. И третий вопрос – это экспорт наших товаров непосредственно в Катар. Если ваши предприниматели не заинтересуются участием в долевом или прямом инвестировании, то экспорт наших товаров непосредственно сюда, в ваше государство. بداية نحن نرحب بالضيف الكبير ونرحب بالوفد المرافق، فأهلا وسهلا فيه في قطر. Сначала я очень приветствую вас как дорогой большой гость и сопровождающий делегации. Добро вас пожаловать в Катар. ونشكره الشكر الجزيل على زيارته لبلده الثاني قطر. Я очень вам благодарен за ваш визит во второй вашей родине Катар. فأهلا وسهلا بكم جميعا. Добро пожаловать вас всех. ثانيا بالنسبة للمقترحات التي ذكرها الآن، فلا شك أنها تصب في تقوية العلاقة القائمة الوطيدة ما بين روسيا الاتحادية وقطر. أنا входит в наши сильные хорошие отношения между Россией и Катаром. فأنا من الطرف القطري وزميلي معالي الوزير نوفاك نشترك في لجنة مشتركة تدعم هذه العلاقات وخصوصا من الناحية الاقتصادية. Я как с катарской стороны, мой коллега Новак с российской стороны входим в межправ комиссии, который как раз поддерживает те проекты, которые вы говорите. فنشكر معالي على طرح هذه الأفكار، فنحن كقطر نفتح أبواب التعاون على مصراعيها. Благодарю вас за то, что вы тронули такие вещи. Всегда наши двери открыты в Катар для таких проектов. ونساعد الشركات على دراسة ومن ثم الدخول في مشاريع مختلفة في خصوصا مع الدول الصديقة كروسيا الاتحادية وبالأخص الآن جمهورية Ангошия. Я всегда мы помогаем компании сначала изучать проекты, потом его финансировать с такими странами дружественными, как Россия, и в части, как Ингушетия сейчас. فهذه المقترحات التي عرفت منه الآن تبدأ بإنتاج الكهرباء، فسنطلب من الشركة القطرية التي تعنى بالاستثمار في قطاع الكهرباء خارج دولة قطر واسمها نبراس. ستكون هذه الشركة سعيدة جدا بدراسة المقترحات من الجانب الأنغوشي. Вот то, что вы предлагали касательно электроэнергии, у нас есть такая компания, называется Небрас, она инвестирует как раз в других стран, и я думаю, с удовольствием ваши проекты
они посмотрят и, если возможность, будут она инвестировать. Удостоверение мировых судей получили сегодня Микаил Дзейтов и Абубакар Акаев на очередном заседании Совета Народного собрания Республики Ингушетия. Зелимхан Евлоев поздравил мировых судей с назначением. Затем депутаты обсудили подготовку к предстоящей декаде ингушского языка. В планах у парламентариев публиковать новости Народного собрания не только на русском, но и на ингушском языке. Изменения коснутся официального сайта и аккаунта в Инстаграм. Также депутаты рассмотрели вопросы для включения в повестку дня 30-го заседания Народного собрания, которое состоится 22 февраля. В их числе сохранение памятников культуры, а также отчет министра внутренних дел региона о деятельности полиции за 2017 год. Пособие на первенство в Ингушетии пока оформили только 15 человек. Между тем, новый закон, предусматривающий денежные выплаты молодым семьям за рождение первого ребенка, вступил в силу по инициативе президента России с 1 января. Региональный Минтруд начал принимать заявления от матерей на соцвыплаты, но почему-то не все торопятся сдать документы. Лейла Гайсанова обо всем подробно. Рождению первенцев семья Мержоевых не могут нарадоваться. Малышка Зара появилась на свет во второй день Нового года. Кроме огромного счастья, девочка в семью принесла и дополнительный доход. 1 февраля молодая мама сдала документы на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка. Пособие на первенца с Нового года – инициатива Владимира Путина, который, выступая в Координационном центре по реализации национальных стратегий действий и интересов детей, объявил о новых мерах поддержки и стимулирования рождаемости в стране. Установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им 1,5 лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. Выплата будет адресной. Согласно президентским инициативам, для каждого региона сумма пособия будет индивидуальной, то есть предельная сумма дохода в месяц для семьи, состоящих из 3 человек. В Ингушетии для назначения выплаты сумма дохода не должна составлять более 41 935 рублей. Данные должны быть указаны в справке о доходах за последние 12 месяцев. Ежемесячная выплата в регионе составляет 9241 рубль. В соответствии с федеральным законом за номером 418 о ежемесячных выплатах всем имеющих детей, есть там такие критерии. В любом случае, во-первых, ребенок должен родиться с 1 января 2018 года. И среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Заявления о назначении ежемесячной выплаты на первого ребенка могут быть поданы в органы социальной защиты по месту жительства в любое время в течение 1,5 лет со дня рождения ребенка. Однако, если вы не успели подать документы до того, как ребенку исполнится полгода, то сумму за первые 6 месяцев вы потеряете, и выплаты начнутся только со дня подачи заявления. Узнав о новых правилах, Роза Асмиева поторопилась подать документы. Кстати, приняли ее вне очереди. Ребенок родился совсем недавно, 18 января. Сегодня решила сдать свои документы на первенца для получения пособия. Документы приняли, несмотря от того, что приемный день или нет. Кроме справки о доходах, в обязательный перечень на получение выплаты входят еще несколько документов. Тем, кто хочет оформить пособие, необходимо принести паспорта обоих родителей, свидетельство о рождении ребенка, с центра занятости справки. С Нового года в республике родилось 53 первенца, и только 15 семей подали документы на пособие. Если с января у вас родился первый ребенок, то значительный денежный презент вы можете получить не только от родных и друзей, но и от государства. Лейла Гайсанова, Мухаммед Мержоев. Новости 24.
О влиянии науки или его отсутствии на воспитание подрастающего поколения говорили в научно-исследовательском институте имени Чаха Ахриева. Там прошел семинар под названием «Ингушская наука в 21 веке. Успехи, проблемы, перспективы». Здесь же поднимался вопрос фальсификации исторических сведений. Дискуссия получилась оживленной. Репортаж Амины Боковой. Я просил через национальный общается, через всех общаюсь, просил обобщить результат свои и опубликовать в каком-то научном журнале. А так пока вот на уровне сплетен все это происходит, а так когда будет, я не знаю, кто есть. Этот семинар больше напоминает площадку для дискуссий. Не успевает выступить один докладчик, как сыпятся вопросы его коллег. Борис Харсиев, заведующий отделом этнологии НИИ, выступает с докладом о развитии образования в Ингушетии. Главная проблема в современной системе, считает ученый, это то, что образовательные учреждения больше не выполняют воспитательные функции. Это напрямую отражается на развитии науки не только в нашем регионе, но и по всей стране. Мы должны вернуться все-таки к своим истокам и поставить вопросы, что школьное воспитание и те знания первичные, которые дается школе, это в первую очередь должны сегодня в России быть приоритетными. Из-за того, что вот эта вот гармоническая связь воспитания, школы и наука, вот они поколеблены, мы получаем абсолютно ненужные, неадекватные результаты. Коллеги с мнением ученого полностью согласны. Впрочем, некоторые спорные моменты в докладе Бориса Харсиева все же нашлись. Так, ссылаясь на патриархальное прошлое страны, научный деятель считает необходимым, к примеру, чтобы должность директора школы занимали только мужчины. Мы проводили определенные исследования в школах, и не только на территории, я вам скажу, Ингушетии. Вот в соседнем Ставропольском крае опросы шли у нас и в Адыгее, и в Кабардино-Балкарии. Я вам скажу, результат тот же, где, значит, мужчина-директор школы, там, таких каких-то сильных замечаний по поводу поведения мальчиков, по поводу поведения учеников, там гораздо меньше. А вот Хаваш Накастоев считает главной проблемой развития ингушской науки фальсификацию исторических сведений, в результате чего молодое поколение пренебрегает своими обычаями, в том числе перестают уважать заветы предков. Сплошь и рядом можно слышать, что наши предки еще недалеко 100-150 лет назад, во-первых, они были язычники, во-вторых, они были довольно глупыми, не могли устроить свой быт, там, экономику и так далее. В-третьих, были некультурные. В-четвертых, самое расхожее такое обвинение, что наш народ жил набегами. Научно-исследовательский институт уже разработал учебники истории Ингушетии, которые должны помочь с решением этой проблемы. Впрочем, Хаваш Накастоев считает, что этого недостаточно и должны проводиться комплексные мероприятия, в том числе воспитательно-просветительские лекции со студентами. Нравственный кодекс, он всегда труден для соблюдения. Очень трудно соблюдать нравственные заповеди. Гораздо легче отказаться. И как только молодой человек найдет хоть какую-нибудь зацепку, какую-нибудь причину, повод для себя отказаться от этого, он моментально пытается отказаться от этого. Это то, о чем Достоевский говорил. Есть такие права, если их разрешить человеку, то огромное число бросится их исполнять, потому что их легко исполнять. Поэтому задача, которая стоит перед историками или перед исторической наукой нашей, она не только историческая, не только научная, она еще и воспитательная, и общественная, и идеологическая. В целом, научные деятели едины во мнении, что на сегодняшний день ингушская наука стремительно развивается. Об этом можно судить по тому числу ингушских ученых, которые трудятся не только в элитных университетах и научных сообществах страны, но и всего мира. Журнал, выпускаемый Ингушским научно-исследовательским институтом, Вестник Ингушского научно-исследовательского института, он уже выходит под редакцией РИНЦ. Ученые систематически, у нас очень много защит. Сейчас в последние годы проходят ежегодно, в прошлом году 2 докторские, в этом году обратно докторские. Сейчас защитили кандидатскую. У нас очень хорошо остепененные ученых, очень много. Понимаете, печатаются в высших академических изданиях мира. Это не просто поддерживать такой научный уровень.
О том, что ингушская наука не стоит на месте, говорит и та работа, которая проводится научно-исследовательским институтом. Ежегодно НИИ принимает у себя в стенах и участвует в различных международных научных конференциях. Пишутся диссертации, проводятся исследования. И такие семинары не только позволяют ученым обмениваться результатами своей работы, но и мотивируют на новые исследования. Альмина Бокова, Хабаш Гойгов, Новости 24. Фонд «Солидарность» оказал материальную помощь семье Галаевых из Малгобека. 95 тысяч рублей пойдут на приобретение вакцины «Синагис», которая поможет девочке, родившейся с бронхолегочной дисплазией. Это тяжелое хроническое заболевание. Фонд смог обеспечить маленькую Хадиджу первой ампулы. Для спасения ребенка необходимо еще 14. Подробности в сюжете Заримы Ивлоевой. Маленькая Хадиджа всего 10 месяцев, но девочка уже пережила тяжелую операцию. О том, что ребенок родится с патологией, родные узнали еще до ее рождения. Диагноз – дисплазия легких. Минздрав выделил квоту в перинатальный центр Санкт-Петербурга, чтобы врачи сразу после рождения ребенка смогли сделать сложнейшую операцию по удалению легкого. А после еще 2 месяца Хадиджа боролась за жизнь в реанимации. С первых дней ребенок не может жить без аппарата искусственного дыхания. Самостоятельно не дышит. У нее, в общем, левая легкая кусочек маленький остался, а правая вся сжатая. И под давлением вот этой кисты, которая образовалась на легких, у девочки переместилось сердце в правую сторону. Ребенку необходимо дорогостоящее лечение. С покупкой аппарата для дыхания помог фонд МЯЛ. Теперь же семья Галаевых обратилась за помощью в «Солидарность». Девочке срочно необходимо купить вакцину, одна ампула которой стоит 95 тысяч рублей. Фонд «Солидарность», как правило, акцент делает на решении жилищных проблем жителей. Но в этом случае благотворители просто не смогли пройти мимо. Иначе девочка могла бы не дожить до весны. 95 тысяч именно ампул изыгрывающий дорогостоящий он для моя решение Есть такая вакцина «Синагис» у людей, которая дисплазия легких, она их от побочных явлений мешает. Вот именно такая погода, когда сырость, когда можно подхватить инфекцию. Если сделать эту вакцинацию, ребенок будет уже, у него иммунитет, он будет сопротивляться данному вирусу, если вдруг такой будет. По словам медиков, чтобы организм ребенка научился бороться с вирусами самостоятельно, таких ампул девочке необходимо колоть 3 сезона по 5 вакцин, а это почти 1,5 миллиона рублей. В фонде надеются, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут спасти маленькую Хадиджу. Полный курс лечения оплатить мы, к сожалению, не смогли, поскольку один аппарат стоит около 100 тысяч рублей. И если вдруг жители республики или кто-либо еще изъявит желание оказать помощь, если они придут в фонд «Солидарность», мы можем предоставить и контактные данные, и адрес, и все необходимые документы. В 2017 году фонд поддержки населения «Солидарность» построил 5 жилых домов для малоимущих семей. Достраиваются еще 5. Также для жителей региона закуплено 5 щитовых домов. Десяткам семьям оказана материальная помощь для улучшения жилищных условий. Освещение подобных акций в средствах массовой информации и документации необходимо, в первую очередь для прозрачности работы фонда. Ведь в деле спасения и поддержки человека принять участие должны все. Общество, фонды и СМИ. Зарема Ивлоева, Адам Далаков, Новости 24. Какие новшества должны появиться в столице, теперь могут решить сами жители. Такая возможность появилась благодаря инициативе администрации города. В Магасе установили ящики, в которые горожане могут закидывать свои письма с предложениями на благоустройстве. Репортаж Ирины Сычуевой. Проект формирования комфортной городской среды дает возможность жителям городов и сел высказать свое мнение и пожелания, также участвовать в принятии муниципальных решений по проектам, связанным с городской средой. В администрации столицы просят жителей не оставаться в стороне и принять участие в благоустройстве и создании удобств в родном городе. Это и касается установки лавочек, урн для мусора, фонарей и игровых площадок. Уникальный случай, можно сказать, когда территорию для благоустройства выбирает не власть диктует,
что в городе будет благоустроено и сделано, а именно народ сами жители выражают свои пожелания, и на основании этих пожеланий администрация будет выбирать территорию, которую необходимо благоустроить в первоочередном порядке в 2018 году. В программу благоустройства в Магасе включены 29 площадок. Голосование идет в 2 этапа. Итоги подведут в день выборов президента страны 18 марта. Сейчас большая просьба к жителям принять активное участие и проголосовать в пунктах, где мы разместили специальные урны. Один пункт у нас размещен непосредственно в здании администрации города на Зязикова 2. Второй пункт в школе-лицее в 7-м микрорайоне. Третий в школе Марем. И четвертое в школе на 1500 мест в 11-м микрорайоне. Также проголосовать можно на электронных планшетах, которые установлены в остановках по проспекту Зязикова. Пока одни жители думают, другие вовсю участвуют в развитии родного города. Башир Амирханов выбрал сразу несколько пунктов. Проголосовал за площадь Алания и парк Прибрежный. Ну, хотелось бы, чтобы там появилось что-то новое, интересное, допустим, хотя бы новые скамейки или побольше мусорных урн, чтобы мусор не бросали, или каких-то интересных цветов. Я проголосовала за парк в прибрежно-парковой зоне и за бульвар в 10-м микрорайоне. Парк в 10-м микрорайоне, потому что мне кажется, что как житель этого города, для детей, да и для взрослых, это было бы прекрасным местом для того, чтобы люди смогли погулять, подышать свежим воздухом. Магас – современный город, который активно развивается. Появляются детские площадки и зоны отдыха. В рамках проекта «Комфортная городская среда» в городе уже открыли одну дворовую территорию с детской площадкой и зоной отдыха для жителей многоквартирных домов в 10-м микрорайоне. Проект проходит под эгидой «Единой России». Создание комфорта и есть главная цель организаторов. А теперь информация для детей. Если вы сейчас у экранов телевизора, попросите родителей обязательно проголосовать, и тогда, возможно, таких площадок в нашем городе станет намного больше. Рина Сычоева, Рамзан Миржоев. Новости 24. В этом году в Ингушетии появится 7 точек обслуживания почтового банка. На сегодняшний день его филиальная сеть охватывает всю территорию республики. Почта-банк в Ингушетии появился не так давно. Это российский банк с государственным участием, созданный совместно банковской группой ВТБ и Почтой России. О том, какую деятельность осуществляет почтовый банк и чем он может быть полезен жителям, расскажет Залина Магушкова. В республике первый офис почтового банка открылся в июле прошлого года. На сегодняшний день почтовый банк доступен в 27 населенных пунктах Ингушетии. Из них 10 точек обслуживания расположены в отдаленных селах, где нет других банковских организаций. Суть почтового банка заключается в осуществлении современных банковских услуг с максимальной доступностью и выгодой. В первую очередь это депозитные счета с максимальной процентной ставкой. То есть на сегодняшний день на территории республики никто не предлагает таких процентов ставок по депозиту, как предлагает Почта-банк. Для любого желающего, кто хочет или любит собирать деньги, это самый удобный вариант разместить денежные средства в Почта-банке на депозитном счете, так как кроме сохранности его денег, он сможет еще на этом и заработать. Почта-банк обслуживает пластиковые карты, осуществляет услуги по депозитам, кредитованию. Главный продукт, который предлагает Почта-банк, это сберегательный счет. При хранении средств на сберсчете банк начисляет 7% годовых на минимальный остаток. Для того, чтобы открыть сберегательный счет, вам нужно обратиться к сотруднику нашего банка, предоставить паспорт ваш и телефон. И в течение 5 минут наш сотрудник откроет вам счет. Это российский банк с государственным участием, созданный совместно банковской группой ВТБ и Почтой России. В стране открыто около 12,5 тысяч точек обслуживания. Банк прежде всего социально ориентированный. На сегодняшний день в республике услугами почтового банка пользуются около 3,5 тысяч клиентов. Из них около 2 тысяч пенсионеры, которые перевели пенсии на пластиковые карты. Я вам покажу личный кабинет. У нас есть программа, отсюда вы можете делать свои переводы. То есть здесь есть и Western Union перевод, что вот удобно для всех клиентов. То есть вы можете также управлять своего мобильного банка. Здесь вы можете оплачивать коммунальные услуги, делать переводы на другие банки.
Также Почта Банк начинает работать по зарплатным проектам с бюджетными организациями и юрлицами. Причем эта работа производится без финансовых затрат. Не платит ни организация, ни держатель карты. Бесплатно обслуживание для организации идет в части обслуживания. Нету никаких оплат за ведение счета, нету оплат за перечисление и каких-либо других скрытых комиссий. В свою очередь сотрудники получают бесплатные пластиковые карты, на которые им будет поступать их заработная плата. В этом году Почта Банк планирует открыть от 3 до 7 точек обслуживания на базе почтовых отделений. Кроме того, в Назране появится флагманский клиентский центр почтового банка. Он будет работать 7 дней в неделю с 9 утра до 9 вечера. Это удобно для тех, кто работает в будние дни. Залина Могушкова, Майрбек Миржоев, Новости 24. Выпускникам из Ингушетии предоставляется возможность поступить в ведущие российские вузы в области культуры, кинематографии и искусства. Региональный Минкульт заключил договоры с вузами на целевом наборе абитуриентов из республики. В числе вузов Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Северокавказский государственный институт искусств, Краснодарский государственный институт культуры, Южный федеральный университет и Ростовский государственный строительный университет. Для поступления на целевой основе выпускники могут подать заявки до 20 февраля. Продолжаем рассказывать о чемпионате России по альпинизму в техническом классе, который проходит в нашей республике. Он продлится до 13 февраля. Сейчас погода в горах стоит туманная, поэтому восхождение проводить не рекомендуется. В альплагере жизнь идет своим чередом. О лидерах соревнований и о том, кто спустился на сегодняшний день вниз к подножию Цейлома, расскажет уже по традиции наш корреспондент Тамерлан Хамхоев. До окончания чемпионата России по альпинизму остается не так много времени. Практически каждая из команд уже совершила по нескольку восхождений, которые пойдут в итоговый зачет в турнирной таблице. На данный момент лидируют команды из Красноярска и Санкт-Петербурга. Пока одни альпинисты набираются сил перед новыми стартами, последняя команда, завершив восхождение, спускается вниз. А внизу скалолазов уже ждут. Одна из главных альпинистских традиций – встретить прибывших как можно радушнее. Все в порядке? Да. Поздравляю. Спасибо. Восходителям на вершину Кези центральная, троекратная. Ура! 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 Команды из Краснодара, кстати, они же представляют и Ингушетию, совершили сложное восхождение и несколько раз оказались в непростых погодных условиях. Однако профессионализм не потеряешь, и маршрут в итоге пройден. Когда первое восхождение было, у нас на самой простой части, где нужно было уже бежать, выпало много снега, и пришлось чуть ли не на карачках там ползти и все счищать. Долго получилось. Ну, а второй маршрут хороший был, погода. Несколько команд перед третьим восхождением заранее подготовили и оставили у стены свое снаряжение, чтобы не терять на подходе к подножию горы много времени и сил. Погода явно повлияет на итоговый результат команд, поэтому в судейском штабе надеются, что чемпионат пройдет без осложнений для участников. Однако некоторые команды уже столкнулись с определенными сложностями. А команда из Северной Осетии, она не смогла пройти маршрут, потому что выпал снег. Просто как бы они хотели пройти хотя бы один маршрут, вот 6А категории сложности, который предпоследний вообще в альпинистской классификации. Но выпавший снег, как бы он был очень скользкий, сам скользкий маршрут, вот именно Дора. Как бы они оценили, что они смогут пройти за оставшееся время, которое у них было, и они снялись с соревнований. В числе тех, кому не удалось покорить выбранный маршрут, команда из Кирова. Виктория Клименко на чемпионат в Ингушетии приехала во второй раз. Только в прошлом году она участвовала в качестве судьи. Основная специализация Виктории и ее партнера по команде Льва Пантюхина – высотный альпинизм. Этим видом спорта они занимаются не ради высоких наград, а для души, отмечают альпинисты. Здесь достаточно разнообразные маршруты. Сюда нужно ехать технически достаточно подготовленным, чтобы их ходить быстро. Нужно тренироваться. Потом здесь достаточно своеобразный рельеф, то есть может идти монолит, а потом может быть на стене такая как бы развалюха, либо огороды. Первые дни, когда, конечно, сюда приехали, что-то в минус 12, снег падает, да, ну все-таки нам включили погоду, полазили на маршруте, такое каминное, щелевое лазание для меня мне знакомое, но очень интересное. Даже когда мы не залезли и спускались вниз, и вот я ехал вниз и смотрел, где я залез, прямо вот. Хорошо, что приехал. В ближайшее время, восстановив силы, альпинисты снова пойдут на штурм стены Цейлома, но имена победителей станут известны только ближе к финалу чемпионата. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.
Ну и в завершении. В Эмирате Рейс-Аль-Хейма открылась самая длинная канатная дорога в мире. Ее протяженность около 3 километров, что приравнивается к длине 28 футбольных полей. Новый аттракцион расположен в горах Джебель-Джайс и уже вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Канатная дорога состоит из 2 линий и будет обслуживать около 100 тысяч человек в год. Время в пути необычного путешествия от 2 до 3 минут. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.